Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Пшара. И сегодня в программе. Кабмин Абхазии утвердил предельные торговые надбавки на нефтепродукты, что позволит своевременно реагировать на изменения цен на рынке. В штаб-квартиру ООН поступило заявление МИД Абхазии о предоставлении республике статуса государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Исполнительный комитет общественного движения «Конгресс народа Абхазии» сделал заявление по ситуации в России и Украине. Регулирование цен на нефтепродукты, вопросы гармонизации законодательства Абхазии и России, увеличение размеров пособий по рождению ребенка и многие другие вопросы обсудили на очередном заседании Кабинета министров республики. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Всего на повестке дня очередного заседания Кабмина более 15 вопросов. Члены правительства утвердили порядок применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установление торговых надбавок. Как подчеркнула вице-премьер-министр экономики Кристина Озган, ситуация на рынке нефтепродуктов складывается не в положительную сторону. И это вызвано экономическими и политическими обстоятельствами. С начала 2022 года изменились и условия налогообложения. Увеличился налог на добычу полезных ископаемых в России. Увеличены ставки акцизов. Так как мы не можем влиять на формирование входящей цены, она формируется, соответственно, на рынке Российской Федерации, у нас есть возможность контролировать ту стоимость, которая формируется у поставщиков. Мы же в данном случае в Абхазии будем контролировать уровень доходности компаний, осуществляющих поставку и реализацию нефтепродуктов путем применения предельных значений надбавок по видам топлива, соответственно, и по сети, разделяя опт и розницу, соответственно. Поэтому предлагается до 1 мая, учитывая, что ситуация на рынке нестабильная, пока зафиксировать предельный уровень надбавок, соответственно, на бензин марки «Регуляр» 92 в пределах значений от 6 до 14 и, соответственно, на дизельное топливо от 2 до 5. Александр Анкваб подчеркнул, что главное в нынешней ситуации не создать дефицита топлива, поэтому отслеживается его наличие и суточная реализация поставщика. И не удивляйтесь тому, что мы запрашиваем у вас данные. Это важно, и надеемся на вашу и дальше добросовестную работу. Придется потерпеть, не будет таких доходов, не будет такой прибыли, как была раньше, но наша задача обеспечить стабильность, что мы и делаем сегодня, принимая этот документ. Надеюсь. Члены правительства дали согласие на подписание меморандума между министерствами соцобеспечения Абхазии и Российской Федерации. Документ предусматривает сотрудничество в части гармонизации законодательств двух стран в области обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности, а также формирование в Абхазии системы обязательного соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Российская сторона будет оказывать необходимую методическую помощь абхазской стороне в разработке соответствующего законодательства. В рамках реализации настоящего меморандума стороны будут приглашать друг друга на встречи и мероприятия. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего меморандума, стороны будут осуществлять самостоятельно в соответствии с законодательством государства. Члены правительства одобрили и подписали меморандум между Абхазией и Россией в области гармонизации законодательств двух государств в части установления групп инвалидности гражданам, в том числе детям. Также Кабинетом министров внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты в сфере социального страхования. В данном постановлении предлагаем увеличить размеры пособия по рождению ребенка для работающих родителей с 13 500 до 15 тысяч, а также еще увеличить размер пособия для женщин, ставших в медучреждениях в ранние сроки беременности, с 800 рублей до 1000 рублей. Хотелось бы и больше размер увеличить, но, к сожалению, из-за ситуации экономической, вот небольшая сейчас, в связи с пандемией и всеми условиями, которые вы все прекрасно знаете, мы как бы не стали на большую сумму увеличивать. Посмотрим, как этот год мы отработаем, а потом уже
Если получится, еще будем надбавки делать. Решением правительства остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2022 года перенаправлены на начало нового финансового года. Я хочу сразу заметить об общем объеме, проинформировать вас об общем объеме остатков средств на начало года в республиканском бюджете, который составляет 705 миллионов рублей, из которых 143 миллиона рублей являются средствами собственными. Все остальные средства являются целевыми и в обязательном порядке должны распределяться на основании решений Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Таким образом, Кабинет министров предлагает распределять средства на установленные в соответствии с решением, а также на осуществление выплат, сокращение долговых обязательств и сокращение заимствований. Кабмин поддержал постановление о проведении переговоров и подписания межправительственного соглашения между Абхазией и Адыгеей о торгово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном, социально-культурном и экологическом сотрудничестве. Также утверждены соглашения между правительствами Абхазии и России. Они касаются таможенного контроля и товаров. Затем была утверждена ведомственная краткосрочная целевая программа, направленная на освещение на государственном языке в СМИ деятельности законодательного, исполнительных, судебных и общественных организаций. Следующим вопросом министры приняли постановление о порядке госучета основных показателей состояния дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий Абхазии. Если посмотреть вообще опыт мировой, неважно, в том числе европейский, то процентное соотношение числа ДТП и населения, количество автотранспорта в разы превышает, чем это, допустим, может быть на территории Абхазии. Причина одна, не потому что мы дисциплинированные водители, нет. К примеру, там немцы не дисциплинированные водители. Мы просто не учитываем огромное количество дорожно-транспортных происшествий, которые совершаются в республике. И это правда. Если мы научимся это делать, тогда будет объективная и реальная картина. Кабмин дал согласие на передачу имущественного комплекса водонасосной станции в селе Дзыкута и здания второй Ишерской школы в ведении администрации Сухумского района. Члены правительства изменили порядок посещения пещер на территории Абхазии. Речь идет о так называемых диких пещерах. Как пояснил председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава, в ходе работы спелеогрупп часто обнаруживаются новые карстовые пропасти, а затем открываются в них залы, коридоры и водопады. Здесь возникает вопрос о придании объектам географических названий. Спелеологи делают это, не согласовывая с Комитетом по экологии. Могу в качестве примера сказать, одна из самых глубочайших карстовых пропастей в мире, находящаяся на массиве Арбайка, в Вороне Крубера. Почему оно не должно было иметь абхазское название? Ну, нам спелеологи говорят, что язык ваш трудный, трудно произносить там, и так далее. Ну, мало ли что, язык трудный, но на территории Абхазии, ведь эти все пещеры, они уходят в международные реестры, и где значатся. Решением Кабмина 2 земельных участка площадью по 6 соток в селе Бабушира и Гулрыпш переведены из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов для строительства жилого дома и дачи гражданам Адлиба и Цвижба. Также принято решение о том, что перевод земельных участков для строительства туристических объектов будет тщательно контролироваться Минтуризмом. В завершении заседания члены правительства обсудили вопросы размещения и обеспечения беженцев из ЛНР и ДНР. В пансионате «Айтар» на сегодняшний день размещено 96 человек, большая часть из которых дети. Они обеспечены питанием, медицинским обслуживанием, сотовой связью. Есть даже детский психолог. 1 марта для беженцев была организована экскурсия в Новоафонскую пещеру. Оказывают поддержку и обычные граждане. Премьер-министр поблагодарил жителей республики за неравнодушие. Был такой эпизод. Они купили там, что надо было, естественно. Это расходы нашего бюджета. Но потом, как узнали, что это представители, наши гости из Луганска и из Донецка, и начали их одаривать всем, что у них было, вещами, обувью. Вот это есть очень важное отношение, и наши граждане это продемонстрировали. Все произошло спонтанно, очень трогательно. Они звонили,
своим родным в Донецк, в Луганск, и рассказывали об этом. В пансионате «Айтар» круглосуточно дежурят бригады Минздрава, МЧС и других ведомств. Детей и женщин поручено обеспечивать всем необходимым. Кугу Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с председателем Национального банка Абхазии Бесланом Барателя ситуацию в банковском секторе страны на фоне санкционных мер против отдельных российских банков. По оценке Барателя, кредитные организации страны работают в штатном режиме. Проблем с ликвидностью нет. Все банковские карты, в том числе российских банков-эмитентов, попавших в международный санкционный список, обслуживаются на территории республики. Беслан Барателя подчеркнул, что ажиотажного спроса на наличность нет. Александр Анкваб указал на необходимость обеспечения условий для нормального функционирования национальной банковской системы. Обращение главы МИД Абхазии Инала Арзанба на имя генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о предоставлении республики статуса государства-наблюдателя в организации ООН поступило в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщается на сайте МИД республики. Комментируя данное событие, замминистра иностранных дел Ираклий Тужба отметил, что Абхазия, несмотря на существующие трудности, будет продолжать курс на преодоление международной изоляции. Объективные сложности, вызванные враждебными действиями Грузии и ее западных партнеров, не влияют на решимость защищать и продвигать национальные интересы Республики Абхазия. Состоялось заседание исполнительного комитета общественной организации «Конгресс народа Абхазии». На нем было сделано заявление по ситуации в России и Украине. Кроме того, обсуждался документ о согласовании действий кандидатов в депутаты на ближайшие годы пребывания в парламенте. Репортаж Эсмогуланция. Конгресс народа Абхазии заявил о своей морально-политической поддержке действий Российской Федерации. Сегодня России не остается ничего другого, кроме как силой защищать свои национальные интересы, говорится в заявлении. Специальная военная операция, проводимая Россией на территории Украины, вызвана продолжающимся после распада СССР продвижением США на восток, которые, превратив Украину в антироссийский плацдарм, вплотную подошли к государственным границам России. Соединенные Штаты Америки отнюдь не скрывают своего стратегического курса, направленного на установление единого центра управления в мире. При этом они не исключают применение военной силы, используя для этого потенциал западноевропейских стран, в том числе и Украину. Им удалось серьезно накалить противостояние между Россией и Западом. В этих условиях России не остается ничего другого, кроме как силой защищать свои национальные интересы. Проводимая Россией военная операция не направлена против Украины и ее народа. По существу война ведется между Россией и США. Каковы будут последствия трагических событий, нетрудно предсказать. Грядущие изменения геополитической ситуации в мире не могут не сказаться и на нас. Важно, чтобы эти изменения не застали нас врасплох. О противостоянии Запада с Россией и корнях этих взаимоотношений рассказал директор ЦСИ Олег Домения. Это идет из глубин веков относительно негативного отношения арийской расы к славянской. Но если на самом-то деле вот то, что сегодня наблюдается, то, что сегодня происходит, это же не только военная, а это информационная, идеологическая, цивилизационная, какую хотите, борьба. Значит, если славяне будут уничтожены, как мечтают Запад, то и Кавказа как такового не будет. Каково наше поведение и наше отношение, когда идет вот такой процесс? Наши предки не ошиблись во время Первой мировой войны. Они поехали воевать на стороне России. Россия, которая упразднила абхазскую государственность. Конгресс народа Абхазии собирается инициировать проведение мирной акции в поддержку действий России. Та операция, специальная операция, которая сегодня проходит на территории Украины, она не направлена против граждан Украины, она не направлена на мирное население городов, районов, поселков, сел. Она направлена в первую очередь на обезумевших людей, националистов, которые давным-давно, в принципе 8 лет, проливают
кровь невинных на этой территории. Я уверен в том, что эта операция завершится скоро. Вот. Мир придет на Украину. Соответственно, и мы, абхазы, мы, граждане, живущие в Абхазии, должны понимать, что дальнейшая наша судьба сегодня решается там. В интернет-пространстве происходит негативное отношение именно к российским военным постам, вот этим всем. Поливают грязью, поливают разными словами. Мне хочется обратиться ко всем людям, чтобы они не допускали такого и не ввязывались в эту информационную войну, потому что на самом деле считаю, что это недопустимо. Недопустимо именно на информационном поле вести такую информационную войну и негативную. Кроме того, на заседании обсуждалось соглашение, инициированное и подготовленное исполкомом Конгресса. Это своего рода документ о согласовании действий депутатов на ближайшие годы пребывания в парламенте. Подписать его может любой кандидат в депутаты 7-го созыва парламента. Мы, ниже подписавшиеся, в случае избрания нас депутатами, решили объединить свои усилия для выполнения ряда первоочередных задач, главными из которых являются: мы внесли сюда 8 пунктов, основные из которых буквально несколько я озвучу. Внести поправки в Конституцию Республики Абхазия относительно неприкосновенности и императивного мандата депутата. Также внести поправки в Конституционный закон о выборах депутатов парламента Республики Абхазия. И некоторые другие. Главная цель Конгресса в целом и соглашения в частности – выработка модели будущего парламента с целью преодоления раскола в обществе, разработка предложений по консолидации общества и общественно-политических сил, поддержка диалога, направленного на мир и гражданское согласие. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. 2 марта в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 23-го Гумистинского округа. На прямой эфир приглашены Левон Галустян и Артур Ичмелян. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 18-го Гудаутского городского 1-го округа. На прямой эфир приглашены Леонид Лакирбай и Беслан Таркил. Также 2 марта состоятся теледебаты с участием кандидатов от 32-го Учимчирского округа. На прямой эфир приглашены Батал Джопуа, Гунда Цвижба, Ишсока Калия и Милана Цвижба. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту. Как известно, участие пациентов в новой коронавирусной инфекции протекает очень тяжело. Они могут находиться в реанимационном отделении несколько месяцев. Таким больным необходима реабилитация. На сегодняшний день на базах Республиканской больницы, Гудаутского ковид-госпиталя и Сухумской инфекционной больницы постковидным пациентам при необходимости оказывают помощь. Вопрос о реабилитации постковидных больных, где это будет происходить и когда, это вопрос пока считается открытым. Что касается оказания помощи постковидным больным, то помощь оказывается на базе Республиканской больницы, на базе Гудаутского госпиталя и инфекционной больницы в том объеме, в котором мы можем это охватить и реально им помочь. Если больной тяжелый, мы его госпитализируем и занимаемся. Пациенты в среднем находятся более 2 месяцев. Те, которые у нас прошли реабилитацию, но их было там несколько человек, там до 10 человек. Остальные пациенты, выбравшись из стен стационара, мечтают оказаться дома. Но те, кто не могут дышать самостоятельно, все-таки вынуждены остаться в стационаре и долечиваться там. Что касается того, что кислородные точки будут открыты, это мы вопрос уже обсудили, и вопрос уже в работе. Кислородные точки нам нужны будут в большом количестве, потому что пациенты постковидные, у которых сохраняются признаки дыхательной недостаточности, нуждаются в длительном лечении и длительной реабилитации. Эти точки будут и во всех отделениях, потому что в кислороде нуждаются не только больные постковидные, но и пациенты с тяжелыми соматическими заболеваниями. Министерство здравоохранения утвердило согласованные с Центризбиркомом рекомендации по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции при подготовке и проведении выборов депутатов парламента 12 марта. Согласно рекомендациям, помещение для голосования должно быть достаточно просторным, в обязательном порядке иметь окна с возможностью их открытия. При возможности нужно организовать движение без встречи входящих и выходящих граждан, а также при соблюдении социальной дистанции. Места расположения наблюдателей
избирателей и представителей СМИ также должны определяться на расстоянии не менее 1,5–2 метров от входа или выхода к месту для голосования, от столов, за которыми располагаются члены избирательной комиссии, кабины стационарных ящиков для голосования. При этом для них должен быть обеспечен полный обзор действий участковой комиссии. Все организаторы и участники избирательных комиссий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Категорически запрещается употребление пищи и напитков, кроме воды, непосредственно в помещении для голосования. С полным текстом рекомендаций можно ознакомиться на сайте информагентства «Пснопресс». Посольство России в Абхазии сообщает, что в субботу 5 марта с 10 утра до 14 часов в консульском пункте в городе Гагра будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт. Посольство также информирует, что 5 марта прием граждан в консульском отделе посольства в Сухуме будет производиться только по срочным вопросам. 7 и 8 марта в связи с праздничными днями приема не будет. Сразу после новостей на нашем канале начнутся теледебаты кандидатов в депутаты Народного собрания от 25-го Мачарского округа. На прямой эфир приглашены Саид Харазия и Инар Сацба. Затем теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 31-го Кандахского округа. На прямой эфир приглашены Гарри Кокая и Резу Зантария. Также сегодня состоятся теледебаты с участием кандидатов от 22-го Ишерского округа. На прямой эфир приглашены Фазлыбей Авицба, Алмасхан Ардзенба и Ахра Смар. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 2 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода, умеренный дождь, переходящий в ливневые, местами возможна гроза, туман. Температура воздуха ночью 5–10, днем 7–12 градусов, температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.